Господу помолимся всем сим. С праздником! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. С праздником! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. С праздником! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. С праздником! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преподобный Отче на Серафиме, моли Бога о нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Помним премудрость, помним, прокимен глаз четвертый. Честна пред Господем смерть преподобных Его. Честно пред Господем смерть преподобных Его. Что воздам Господеви, о всех иже воздадем им. Честно пред Господем смерть преподобных Его. Честна пред Господем смерть Преподобных Его. И сподобитесь нам слышанию Святого Евангелия Господа Бога, молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим Святого Евангелия. И Духове Твоему. От Матфея Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Речи Господь, вся мне предана суть Отцем моим, и никто же знает Сына, токмо Отец, не Отца, кто знает, токмо Сын, и Ему же аще воли, и Сын открытий. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, ибо мое благо и время мое легкое. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Господу помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сим.
человеколюбием, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог, нас молит не пречистая Своя Матерь, и же во святых Отца нашего Иоанна архиепископа Константина Града Златоустого, святаго преподобного Серафима Саровского, и же память совершаем, и всех святых помилует и спасет нас, яко блаки человека любит. Великого Господина, Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, и Господина нашего Преосвященнейшего Митрофана, епископа Гатчинского и Лужского, богохранимую страну нашу российскую, настоятеля братьев прихожан святого храма сего и вся православные христианы. Господи, сохрани их на многое лето. Спаси, Господи, всех, кто сегодня праздничное время ваше, то, что вы уделили преподобному, уделили храму, пришли помолиться, чтобы Бог и молитвами святого преподобного всегда помогал нам. Ведь много всяких чудес с маленького Господь и Матерь Божья показывали на Серафиме для людей. Потому что, как вы знаете, что в юных годах он ушел из дому, попрощавшись навсегда с матерью, ушел в Киево-Печерскую лавру подвязаться, но старцы его благословили прийти в Саров, и там благоговейно он будет до скончания века. Много знаете вы примеров, когда он болел, как ему Господь помогал, как исцелял. Но один пример, тут буквально вчера даже я с ним столкнулся, перечитывая житие преподобного. Когда он заболел, его рукоположили иеродиакона, и он заболел водянкой. Весь живот наполнился жидкостью, уже не знали, чего делать. И тогда Серафим сказал наместнику монастыря, говорит, предоставьте меня в руки небесного, говорит, врача. И явилась Матерь Божья, рукой коснулась, и осуществился прорез на теле его, то есть разрезала. И тот шрам, и вся вода вытекла, естественно, из живота, и Серафим выздоровел. И вот этот шрам остался у него до конца дней его жизни. И то есть много случаев, когда Матерь Божия исцеляла, когда Господь помогал. И также, вы знаете, сколько в лесу его побили, да, когда хотели вытряхнуть богатство, везде. И Господь всегда помогал ему. И подвязаться, научиться нам чего-то, мы вроде бы и хотим, да, и стараемся, но как Господь даст, потому что это все равно должно нам быть дано свыше. Не всегда же, как тоже один старец говорил, что не всегда мы стоим в корме, когда заходим в курятник, правда? Поэтому и так. Хотим этот подвиг сделать, но у нас не получается, потому что Господь еще не дает. Или Господь нам еще не позволил прийти к тому времени. Или кому-то дал раньше, кому-то позже. Есть маленькие, уже чудеса творят. А есть старенькие и родствуют. Всего есть. То, что Господь даст, то и нам надо принимать и хорошее, и плохое. С праздником всех! Сейчас после креста все на трапезу, не расходиться никому.
Да, кто причащался, причащались почти все, послушали. Все города вопиемся, спасай нас молитвами Твоими, сиротами, преподобный Отче наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Владыка Христе Боже, благослови, и я стихи рабом Твоим всегда ныне присно и во веки веков. Братья и сестры, вот по-настоящему можно сказать, что святой преподобный был пасхальным батюшкой. Насколько сегодня, обратите внимание, и погода, да, вообще нам благоволит. И радость такая, вот мы сейчас с отцом Виталием только что говорили, вот чувствуется как в Пасху, такое ощущение. Вот. И, конечно же, то, что преподобный говорил, да, вот он действительно для людей, для христиан, для православных христиан дал, ну, что называется, новый путь. Да, он сказал, стяжите дух мирен, да, стяжите, то есть стяжание Духа Святаго. Вот что важно для нас с вами. Это самое главное в жизни. Потому что также он говорил, что пост и молитва – это бодрствование, это хорошо, но важно именно стяжать Дух мирен. И это уже даст вам и пост, и молитву, и благие дела, и ваши, так сказать, успехи, и все остальное. Очень хотелось бы вас всех поблагодарить, потому что без, вот, что называется, нас, да, народа Божьего, без, вот когда без православных людей храм, когда пуст, что? Это как-то грустно. А когда так много людей, и все действительно в своих молитвах приходят и молятся, да, то есть вот наша такая соборная общая молитва, она действительно ложится на душу, на сердце и творит плоды, великие плоды, которые позволяют нам с вами ощутить уже здесь и сейчас хоть чуть-чуточку Царства Небесного. Воистину воскресе. Христос воскресе. Надо сказать, что когда было обретение, это как раз-таки второе обретение мощей преподобного Серафима, как много людей, это вот как раз-таки на переломе было, да, преподобный Серафим, он вообще для нашей страны, для России играет очень важную роль в духовном плане, потому что он жил, когда во времена войны Наполеона, Кутузова, да, мы знаем об этом, а потом, когда его прославили и обрели его мощи, это уже перед переломным моментом, перед тем, как тяжело и сложно стало в нашей стране. Как раз таки он пришел и как, что называется, звезда путеводная, чтобы укрепить наш русский народ, потому что действительно были и гонения, наступили гонения православной церкви, как много священников погубили, храмов разрушили. Вот. И, конечно, и вот второе обретение мощей преподобного, это тоже был переломный момент в жизни нашей страны, когда страна наша развалилась, и люди были в ужасе, люди были потеряны, не имели, что называется, основы, пытались ее найти, и в это вот время как раз таки явился нам преподобный Серафим, чтобы укреплять нас с вами, чтобы вновь принести ту живительную пасхальную радость, ту радость, которой мы с вами действительно наполняемся и живем. Вот. И поэтому по его молитвам прибегайте к нему, и мы будем с вами, так сказать, укрепляться и жить. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Леночка, дозвольте же вас. Вышла на сене
Вышла на сене наша Леночка, да я Викторовна. Вышнему спасу молилась, да молилась. Вышний спас, дай помилуй нас, помилуй нас, дай на всякий час, на всякий час, дай нам милости. Славенный был колокольный звон, еще славней того, да и Леночка, да и Викторовна. Еще славней того, имя, отчество, да и Сергеюшка, да и Викторовна. Еще славней того, да и весь чищинский приход, да и чищинский приход. Вот так песенка вас. На горы-то, на горочке, на горы, на высокие, ой, на горы, на горочке, на горы, на высокие, на красы, на великие, ой, на красы, на великие, там стояло то деревцо, ой, там стояло то деревцо кипарисовое, ой, деревцо кипарисовое, как с-под этого деревца, ой, как с-под этого деревца, как с-под камня река протекла, ой, как с-под камня река протекла через мати горы, протекла через мати горы, через весь селения, а через весь селения, через заветная Тарасино, через заветная Тарасино, через далекое Кремено, через далекое Кремено, через славную реку, через славную горку, пришла та река в чищу, ой, и пришла та река в чищу, а воссело богатое, мужики бородатые, ой, мужики бородатые, гребут деньги лопатою, гребут деньги лопатою, все мужья богоданные, ой, все мужья богоданные, пинжаки домотканые, домотканые, кушаки носят красные, носят красные, униженные прекрасные, униженные приветливые. Ой, замечательно. Кланяемся, вот так, кланяемся. Вы говорите, откуда? Вот так все кланяемся. Вот зеленок-то. Некогда очень богатый цехов, там добывали соль. Соляные ключи, множество, десятков, били из-под земли. Очень интересно, там филиал музея. Ну, чем вся Россия живет? Официально там сейчас 600 человек. Там нет, Нёнокса. Да, Нёнокса Ключевка. Что там интересно? Нам повезло, мы встретились вот в этой поездке с 3 реставраторами.
Виктор Петрович, он из Москвы, квартиру продал в Москве, в общем, всю жизнь положил вот на этот храм. А Вера Васильевна по ее чертежам еще восстанавливалась Коломенская в Москве. Вот мы с ней встречались. И там, значит, военная база, но сейчас она уже, значит, закрыта, но все равно пропускная система есть. Ну, только когда мы шли на репетицию, то слышали, как ракеты летят, нам говорят местные, это с подводной лодки. Вот. Ну, это неподалеку от Северодвинска. Там, вы знаете, и строят корабли, и ремонтируют. В основном, конечно, подводные лодки. Когда мы уезжали, мы были в музее изобразительного искусства. Была совершенно потрясающая встреча с реставратором, который работает в Водопецком монастыре на Афоне. Вот такие вещи интересные рассказывают. Ну, очень здорово. Так что жива Россия. Вообще любой уголок всегда очень интересен своей историей. Страна наша необычайно интересная. Спасибо всем. Вы-то все Так, а прямо мы же от вас. Они сейчас поют. Выйду за ворота, посмотрю далеко, озеро широко, посмотрю далеко, озеро широко, озеро глубоко, озеро широко, озеро глубоко, да свежей рыбы много, озеро глубоко, да свежей рыбы много, свежая рыба щука, да белая белуга, свежая рыба щука, да белая белуга, белая белая, да рыба озерская, белая белая, да рыба озерская, небо там закину, да свежую рыбу выну, небо там закину, да свежую рыбу выну, другой раз закину, а ситрину выну, другой раз закину, да осенью выну, куда ко мне счастье, да свежую рыбу чистить, куда ко мне счастье, да свежую рыбу чистить, сяду я присяду к зеленому саду, сяду я присяду к зеленому саду, куда не пойдет, а мимо не обойдет, куда не пойдет, это мимо не обойдет, куда не заедет, а мимо не объедет, куда не заедет, а мимо не объедет. А, прячу орешки, да, не поехал, а нет, вот там саночки посадит, конёнок всех прокатит, Нёнокся деревня, Архангельская губерния, Нёнокся деревня, Архангельская губерния, а пряники орехи, мой миленький уехал, пряники орехи, мой миленький уехал, миленький уехал, Питер за границу, миленький уехал, Питер за границу, Питер за границу, в Архангельскую столицу. Тихо вокруг обители тянется шаростеле, Черия дама одинокая, где Серафима беда, знала пустыня широкая, подвиг он совершал. Знала пустыня широкая, подвиг, что он совершал.
обители, тянется шалость Это уже привело их же к ними. Вот людям приходского совета, я, честно говоря, не очень знаю всех, кто туда входит, но основным тем, вот, мы тут сидим за столом, с вами кушаем, так нам хорошо и, в общем, весело, но тем не менее за всем этим стоит определенный труд конкретных совершенно людей, которые трудятся каждый на своем месте для того, чтобы этот храм, для того, чтобы здесь вот вырос такой храм. 10 лет, уже больше, как его заложили назад, да, правильно, 10. Вот. И трудами этих людей, конечно, это вот они все стоят перед вами, не только здесь, и вот и Анатолий, и Владимир, ну, в общем, хотелось бы пропеть много лета, и, конечно, чтобы Господь их укрепил, это не так просто служить и Богу, и своим семьям, и успевать сделать что-то на храм, потому что все мы всегда зачастую так, ага, ну мы прибегаем, помолимся, и вроде все хорошо, и пошли себе домой. А здесь нужно и что-то и убрать, и вот и приготовить, например, на вот, и какой-то обед покушать, а потом приготовиться к следующему празднику. Это такая вот ежедневная кропотливая работа. Приходится им выделять время и урезать, так скажем, своим вниманием свои семьи, своих детей. Вот, поэтому, конечно, им низкий поклон и многое лето. Давайте мы сейчас поем. Многое, да? многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Поздравили о спасении, многое лето. Поздравили о спасении, многое лето. Бог создатель всего света, на котором мы живем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. И Артемию, и диакону, батюшке Виталию, и диакону Георгию. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Любовью, верой и надеждой всяк от Бога наделен. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Всем служащим и молящим многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. И, конечно, Александру многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Еще одному Александру белой рубашки многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето
хотите, мы вам в спину, в дорожку споем лужскую песню горошную. А я вас хочу особо поблагодарить, не слышу. А вот как Отец. Коня нас запряженный, коня нас запряженный, только сесть дай поехать, только сесть дай поехать. Барабаны ударили, праздничком вас поздравили, праздничком вас поздравили. еще раз. Коня нас запряженный, коня нас запряженный, только сесть дай поехать, только сесть дай поехать. Барабаны ударили, праздничком вас поздравили, праздничком вас поздравили. Дорогую тещу розочка алая, я нашел, я сыскал дорогую тещу. А що я гуляю, только хороводу, розочка алая, выбираю молодого тестя, розочка алая. Я нашел, я сыскал молодого тестя, Боже, я ж гуляю, только хороводу, розочка алая, хожу выбираю дорогу сестрицу, розочка алая. Я нашел, я сыскал дорогу сестрицу, розочка алая. Боже, я гуляю, только хороводу, розочка алая. Боже, выбираю жуйка веселого, розочка алая. Я нашел, я сыскал жуйка веселого, розочка алая. Я нашел, я сыскал жуйка веселого, розочка алая. Боже, я гуляю, вдоль по хороводу, розочка алая. Боже, выбираю милую невесту, розочка алая. Я нашел, я сыскал. Я нашел, я сыскал милую невесту, розочка алая. Сядем мы в карету, Не-не-не, погодите. розочка алая. Посмотрите, люди, посмотрите, добрые, как я гуляю со своей семьей.
Давайте скажем раз, два, три. Главное, никто не уходите. Давайте Камаринскую. Раз, два, три. Растяпа, ты. Пошли. Какая красивая растяпа. Раз, два, три. Растяпа, ты. Ой, сегодня Паровозик такой! Это что за паровозик? Раз, два, три, четыре.